إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, после этого наша проповедь, иншаллах, хитамуху миск, конец его является миском ахлюль джаннати ва аднахум манзиля. Ахлюль джанна, обитатели рая. И кто имеет в раю минимальную степень, об этом мы, иншаллах, расскажем в этом нашем проповеди, месяц Рамадане, конечном проповеди месяц Рамадане. Мы постились, дорогие верующие, как верующие, следующие за Кораном и Сунной посланника, саллаллаху алейхи саллям, когда Аллах сказал нам: «Кутиба алейкум уссияму, кама кутиба аля алладина мин кабликум». Мы последовали за словом Аллаха. На верующих Аллах предписал пост, как был он предписан до нас, людям Писания. Итак, мы последовали, дорогие верующие, слову посланника, саллаллаху алейхи саллям: «Ман кама Рамадана имаnan ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби». Тот, кто стал выставлять Рамадан верой в него, надеждой, что Аллах даст нам награды за него, выставляя. Кама имеется в виду Рамадан, сохранял его своими законами Рамадана, законы, которые пришли нам от Аллаха субхану ва тааля, посланника. Мы сохраняли месяц Рамадан, законы его, имеется в виду, соблюдали месяц Рамадана. Просим Аллаха сделать нас из тех, кто соблюдал месяц Рамадан должным образом. Также мы стали, дорогие верующие, иншаллах, надеемся на Аллаха, что Аллах примет наш Рамадан и дела месяца Рамадана. «Ман кама лейлатуль кадр», сказал посланник, саллаллаху алейхи саллям, «иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби». Тот, кто станет сохранять лейлатуль кадр, последние 10 ночей, ища его в 10 ночей, посланник Аллаха сказал: Аллах простит ему прошлые грехи, если он стал, исполняя законы касаемого лейлатуль кадра, ночь предопределения, ища его последние 10 ночей. Просим Аллаха сделать нас из тех, кто нашел эту ночь в поклонении. Не ждать солнца, или не ждать деревья, или не ждать воды, пока она погустеет. Нет, не так его ждут, дорогие верующие. Ждут, наоборот, поклонением, дуаам, поминанием Аллаха субхану ва тааля, зикрам. Посланник, саллаллаху алейхи саллям, сказал Аише, что делать, если мы дойдем до ночи предопределения. Аиша, ради Аллаху анха, дает нам дальше урок и говорит: посланник Аллаха сказал мне сказать такие слова в этот момент, ночь предопределения: Аллахума иннака афуван, тухиббуль афва фа'фу анна. Итак, дорогой верующий, если мы закончили месяц Рамадан, хитамуху миск, законами, которым придерживались, если должным образом, тогда им будет окончание миск. Окончание, то есть конец Рамадана миском. Имеется в виду сурат аль-Мутаффифин, хитаму миск, когда обитатели рая будут пить напиток райский. Окончание его, конец его будет миск. Конец. Когда обычно остается остаток, компот или другие, люди не хотят допить его. А там, наоборот, посланник, саллаллаху алейхи саллям, объясняет нам. Коран нам говорит: хитамуху миск, одна из версий толкователей. Хитамуху миск. Завершение является его миском, мускусом, благовонием. Итак, дорогой напиток, дорогой верующий, райский напиток он. И если ты вкусил действительно миск, этот Рамадан, тогда у тебя, иншаллах, принят. И ты сожалеешь, что Рамадан уходит, и ты думаешь: я Аллах, доживу ли я до другого Рамадана? Ты стараешься больше поклоняться, больше раскаиваться, больше возвращаться к Аллаху. Время мало осталось, день-два. Хитаму миск. Когда у тебя еда заканчивается в твоем тарелке, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал, где является барака? Быть может, ты не знаешь, где барака. Может быть, в твоем тарелке, может быть, на твоих пальцах. Почистить пальцы, может быть, там осталась барака. Благословение, может быть, там, на пальце, на тарелке, ты не знаешь, в каком еде именно было.
И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-амалу биль-хаватим». Дела Аллах принимает последними. На чем ты умираешь, как ты живешь и на чем ты умираешь теперь дальше. Последние дела Аллах засчитывает, дорогие верующие. Хитаму миск, ва фи залика фальятанафасиль мутанафисун. В этом и соревнуйтесь соревнующие, говорит Аллах в Коране нам, сурат Аль-Мутаффифин, 26 аяте. Бухари, имам Бухари и Муслим, высшая степень хадиса, дорогие верующие. Посланник Аллаха сообщает нам хадис от Абдуллаха бин Мас'уда. «Инни ла'аляму ахиру ахли нари хуруджа минха, ва ахиру ахли джаннати духул джанна». Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: я знаю, кто последний выйдет из ада и кто будет заходить. Последний выйдет из ада и кто будет заходить. «Ва ахиру ахли нари хуруджа минха, ва ахиру ахли джанна». И кто последний зайдет в рай. Представляете, что знает посланник, саллаллаху алейхи ва саллям? Последний, он выходит оттуда ползком, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе. Саллаллаху алейхи ва саллям, скажите: раджулун яхруджу минан нари хабван, ползком, он уже обгорелый от ада. В другом версии хадисе говорится, этот ползком выходит, однако он весь сгорелый. Аллах субхану ва та'аля дает налить на него живую воду, и он оживляется заново. Хабван выходит он. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. И он хочет туда зайти в рай и говорит: я вижу, что он заполнен, этот рай. У меня нету там места в раю. А мы знаем, дорогие верующие, в раю останется много мест. Фаерджи, и возвращается он к своему Господу, говорит: я видел переполнен этот рай, говорит он Господу Аллаху субхану ва та'аля. Фаякул Аллаху табарака ва та'аля, благословенный Всевышний Аллах говорит ему: идхаб фадхулиль джанна, иди, зайди в рай, говорит Аллах ему. Последний, кто выходит из ада, это верующий человек, единобожник, мусульманин. Итак, фаяти фаюхайю илейха анна маля, опять он возвращается и видит, что переполненный. Фаякул: я раб ваджатту амаля, о Господи, я его вижу заполнен, этот рай. И так дальше, фаякул Аллаху идхаб, Аллах говорит: иди, вернись, зайди в рай, говорит Аллах ему. Фаинна Аллах, говорит, Аллах теперь говорит: фаинна лака митhlу дунья ва ашрату амсалиха. Тебе, как это дунья и подобие 10 этим дунья рая будет. Представляете? Этот земной шар всеми континентами, всеми морями 10 раз, если умножить. Последний, кто выходит из ада. Стоит ли быть мусульманином тогда? Стоит ли принять ислам скоро, быстро, не откладывая? И так дальше. وعشر أمثال أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي. سبحان الله. Этот раб говорит Аллаха: разве ты надсмехаешься надо мной, о Господи, говорит он. أو تضحك بي وأنت الملك. Разве ты надсмехаешься надо мной, и ты являешься властелином всего? Он говорит Аллаху: разве ты надсмехаешься надо мной? Переполнен он. Ты что мне даешь дунью и 10 дуньи? Представляете, что Аллах ему дает? За то, что он столько грехов сделал. Просто он умер на единобожии, был мусульманином. Итак, в другом хадисе, дорогие верующие, приводится: если рассказывать о рае и ее блаженстве, то, что в раю, Коран и Сунна необыкновенным образом представляет нам рай, дорогие верующие. Мы не можем его увидеть воочию, пока не зайдем туда, пока не умрем. Нужно перейти смерть, называется дверь смерти, через смерть нужно пройти. Но нужно пройти правильным путем. И так удивительным образом, удивительными методами рассказывает Коран и Сунна о рае. И много хадисов приводится удивительности, описания рая, дорогие верующие. Если мы представим его, Аллах говорит в Коране: «Фаякулу идхаб фадхуль джанна». Иди, зайди в рай. «Фаинна лака митhlу дунья ва ашрат амсалиха». Тебе дунья и такие дунья 10 раз. «Ау лака митhlу ашрат амсали дунья». Хадис Бухари, Муслим, который только что мы привели. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, описывая рай, говорит нам: «Мауди'у саутин фил джанна хайрун минад дунья ва ма фиха». Представляете? Мауди'у саутин. Что такое саут? Это кнут. У кого есть лошадь,
он знает, что такое кнут. Это где-то метр расстояния. Метр расстояния земли, говорит посланник, саллаллаху салям, в раю, оно лучше, говорит посланник, саллаллаху салям, чем дунья, чем в этом дунья. То, что в этом дунья, и этот дунья все вместе взято, этот метр лучше для тебя. Хадис Бухари. وقال صلى الله عليه وسلم, посланник Аллаха сказал: ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. Хадис Бухари приводится также. То есть место лука, лук, стрелы, лук, тот, кто понимает, стрела, а это лук. Это место, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, для тебя лучше, то, что занимает этот лук. Лучше для тебя, чем этот дунья и то, что в этом дуньи. Опять приводится. Также, дорогой верующий, яни карабату метр авакаль, метр или метр меньше. Факайфа биджаннатин арду ас-самават валь ард. Представляешь, старающимся на пути Аллаха делать дела, ради Аллаха строит эту религию все в своей душе и вокруг себя. Строить в своей душе и вокруг себя ты должен религию строить. Развивать эту религию ты должен. Твоя обязанность как мусульманин строить, но не разрушать. Мусульманин является муслихом. Муслих это кто? Сам себя исправляет сначала, а потом вокруг себя исправляет он. Ширка он исправляет к единобожию. С неверия к вере, с нововведения к сунне, с харама, халялю исправляет он. Этот мусульманин. А тот, кто спит, надеемся, чтобы он был мусульманином. И Аллах говорит, описывая, тааммалу ма'я фи каули Аллахи та'аля, представьте теперь, что говорит Аллах? وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبْتُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Субханаллах, не говорится о обитателях рая, не говорится о хозяевах рая, о слугах, Аллах говорит, слугах. Представляете, слуги, их положение. И вокруг них будет крутиться молодые юноши, говорит Аллах, вечно живущие в раю. И да раэйтум, когда ты их увидишь, подобие сверкающим жемчугом эти молодые юноши, которые ухаживают за обитателем рая, то есть хозяев рая, слуги рая. Вахаулю также размышляем над словом Аллаха, «Ваятуфу алейхим гильманум». Молодые юноши, «Лахум кааннахум люблюн макнун», подобие сверкающим жемчугом, дорогие верующие они. Итак, в другом аяте также размышляйте, если «Муттакиина аля фурушин батаинуха мин истабрак». Они будут облагодившиеся в раю люди. Бывает ба'да арабия, как арабы говорят, ба'да арабия. Вот такая маленькая подушка облагодится, под ним бывает, как говорится, саджада, ковер, и отдыхают арабы, обычно вечером уходят. Бывает, если река, это в лучшем случае, это редкость в арабском мире, это очень редкость и очень широкое, как говорится, дорогое удовольствие. Итак, истабрак у них будет, Аллах говорит, батаинуха, то есть ихний фуруш, вот эти подушки ихни, внутри у него будет что? Истабрак, шелк, толстый шелк. Представляете, толстый шелк. Не говоря уже сверху, если внутри толстый шелк. А сегодня что угодно засовывают подушку и тебе продают его. А там чистый истабрак внутри подушки. Представляешь, твоя подушка. А сверху подушки то, что Аллах уже не говорит. Аллах говорит, самое минимальное, чтобы ты представил, какое дело там будет, какие блаженства будут, если максимально. Уже не можем представить. فإذا كان هذا الاستبرق هو الحرير الخالص الصفيق وما في داخل تلك الأرائك в этих подушках فما بالك بظاهرها بل كيف يكون خارجها. وتأمل также размышляйте, дорогие верующие, над словами Аллаха Субхану ва Та'аля صارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Сура Аль-Имран, Аллах приводит в 113 аяте وسارعوا, говорит Аллах, спешите, стремитесь, соревнуйтесь быстро, сариу, прощению Аллаха, прощению своего Господа. И что будет за это? Джаннатин. Рай будет охватывающий 7 небес и 7 земель. Рай будет 7 небес и 7 земель охватывающий. Кому подготовлен этот рай? Уиддат лиль муттакин, подготовлен только богобоязненным, дорогие верующие.
этот рай богобоязнь. 7 небес и 7 земель, почти, если посчитать, 7 небес и 7 земель, 14 тысяч лет. Сколько владений? Это одному дается. Дальше, дорогие верующие. فكيف يكون طولها وتأملوا معي في قوله تعالى يسقون من رحيق مختوم وختامه مسك. В 25 аяте суры Мутаффифин Аллах говорит, их будет поить раю из рахиком махтум. Напиток такой, райский. قال بعض الأهل العلم, ученые сказали, хитаму миск, то, что было сказано, имеется в виду, أنه ما يكون في آخر الشراب, то, что остаток остается, будет мускус от твоего питья. Аллах лучше знает. فكيف بشراب نفسه, как ты думаешь, сам напиток какой будет? И представьте дальше, дорогие верующие, посланник саллаллаху алейхи говорит, «Инни уриту джанна, фатанавальту минха ункуда, валау ахазту ла акальту минху ма бакият дунья». Хадис переводится Бухари Муслимом. Посланник саллаллаху алейхи говорит, Аллах мне показал передо мной кисть винограда. Висит виноград, когда он молился, он потянулся в сторону винограда. Если бы я взял бы его, говорит, смог бы взять, «Валау ахасту ла акальтум», вы ели бы райский виноград, «Ма бакияти дунья», столько, сколько этот мир существует. Посланник, саллаллаху алейхи, не смог его взять. Итак, дорогой верующий, размышляй дальше над хадисом посланника, саллаллаху алейхи, Бухари, который приводится от Бара бин Азиба, радийаллаху анху, да будет доволен ими Аллах. Сподвижники являются передатчиками нашей религии. Рады Аллаху анхум, скажите. Аллах сказал о них, рады Аллаху анхум ва раду анху. Аллах сказал, что ими доволен. И мы тоже должны быть довольными ими, дорогие верующие, если Аллах доволен. Утия Расулуллахи саллаллаху алейхи би таубин мин харир. Принесли шелк посланнику саллаллаху алейхи, шелковую рубаху из шелка. Фаджаалу яджабун мин хусни. Удивлялись сподвижники от этой красоты, этого рубахи. Валини, это мягкая была эта рубаха. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха сказал, «Ламанадилу Саад бин Муаз, фил джаннати афдалу мин хада». Салфетки Саад бин Муаза, они лучше, чем эта рубаха шелковая в раю. Райская, то есть шелковая рубаха не так лучше, чем райские салфетки Саад бин Муаза. А представляете, одежда Саад бин Муаза какая? А представляете, сам Саад бин Муаз какой он? Ради Аллаху анху. Итак, размышляйте. Посланник саллаллаху алейхи сказал в хадисе, «Валау анна мраата мин ахли джаннат талаат иля ахли арди, ла адаат ма байнахума, ва малаат рихан, ва ланасифу аля расиха хайру мин ад-дунья ва ма фиха». Хадис приводит имам Бухари в своем сборнике. Если райская женщина посмотрела бы на этот мир, ла адаат, то она засветила бы весь этот мир. То есть солнце затмила бы своим светом эта женщина из-за своего нура. Валямалат рихан, заполнила бы эта женщина своим взглядом этот мир благовониями. Валанасифу аля расиха, платок на ее голове этой женщины райской лучше, чем этот дунья и то, что в этом мире, сказал посланник саллаллаху алейхи. Также в суре Зумаре Аллах сказал, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Говорят они, хваля Аллаха субхану ва тааля, обитателя рая. О Аллах, сделай нас из обитателей рая. И они говорят, садакана вa'да. Аллах то, что обещал, исполнил свои обещания. И мы получили наследие, землю. Натабаву миналь джаннати, распространяемся по земле, куда мы хотим, ездим по земле. Представляете, имеется в виду в раю, где мы хотим быть по земле, хотим. Ездим, летаем, плывем. Что мы хотим? Сегодня у тебя есть визовое ограничение? Есть. У тебя есть границы? Есть. Полицейские есть? Есть. Таможенники есть? Есть. Ну что они делают? Издеваются, бывает, над людьми, если не хочет, не пропускает. Так же.
А там нету такого. Там безграничное счастье. В раю люди не болеют, не стареют. Одна женщина подошла к пророку, саллаллаху алейхи, аджуза, старая старуха. Я Расулаллах, я попаду в рай? Нет, ты не попадешь. Она удивилась, как я не попаду в рай? Столько старается эта бабушка сделать для ислама? Нет, такой ты не попадешь, ты молодой попадешь в рай, он сказал ей. Она обрадовалась. Она обрадовалась. Аллахи, заламна я ихва. Заламна анфусана. Мы сами себе сделали зульм, дорогие верующие, не зная, что такое рай, не зная, что такое ад. Рай — это милость Аллаха. Ад — это наказание Аллаха, гнев Аллаха. Дальше, дорогие верующие. И они люди скажут, «Фани'ма аджрул амилин». Аллаху акбар. Благо является даровано Аллахом тем, кто делали. Тот, кто не просто он верил, я верю, я мусульманин, моя душа чистая. Нет, ты не из тех райских людей. Ты не будешь там, потому что ты не делал. Ты не делал намаз, ты не приходил на джумуа и джамаа. Ты не участвовал с мусульманами, в общем месте с мусульманами ты не был. Ты не возводил, не возрождал ислам. И сунну пророка, саллаллаху алейхи, ты не возрождал. Ты не делал исламские, как говорится, реформы. Нет, ты не из тех. Итак, дорогой верующий, теперь представили, какое это счастье быть неограниченной свободе. Полная свобода только в раю. В этом мире нету полной свободы. Это обман. В этом мире разврат и развращение людей. И манипуляции между людьми. Итак, иннаха алейхи мусада, Аллах сказал. Противоположно. Ад будет закрытым. Сверху закрытый ад такой. И гореть он будет вечно. Разница есть, чувствуете, свободы нет. Ад закрытый, как сундук в сундуке, и дальше ад закрытый каждый раз, и он не может оттуда вылезти. Ад таков. А рай — полная свобода. Дальше, дорогие верующие, пришло хадис посланника, саллаллаху алейхи, от Абдулла бин Мас'уда: «Инна ахру ма ядхулу джаннати раджулун ямши». Последний, кто зайдет в рай, человек будет идти ал-сират, над мостом ада он будет идти. А мост ада, сказал посланник, саллаллаху алейхи, острее лезет тоньше волоска. «Уямши марра, ватасфу марра», то есть он начинает падать в ад один раз, идет один раз, то есть идет он, падает, спотыкается. «Фаида джаваза сират». Тогда, когда он проходит адский мост, «Ильтафата илейха», смотрит он назад. Аллаху наджина минанна. Просим Аллах спасения от ада. Факала табарака ва та'аля, Аллах говорит: «Аллади наджан». Факала табарака аллади, он говорит, извиняюсь. И он говорит: «Наджани минк». Аллах спас меня от тебя, сказал. «Лакад а'тани Аллаху ма лам ю'ти ахада мин ал-аввалин». Аллах даровал мне то, что не даровал никому до меня. И до меня, и после меня. «Фатурфа алlahu шаджара фаянзуру илей». Выходит дерево, и он смотрит на дерево. «Фаякулу я раб, админи мин хади шаджара». Дай мне приблизиться к этому дереву, он скажет. То есть он падал, чувствовал он, сжигался он, ходил он, вышел еле-еле через мост. И он говорит: «Фастазиллу бизиллиха». Я пойду под это дерево. «Ва ашрабу мин маиха». Я буду пить из воды этого дерева. И так дальше. «Фаякул ай абди». И дальше говорится: «Ай абди, фаля алли ин аднайтука минха саальтани гайраха». Аллах говорит: «Мой раб, если я дам тебе приблизиться к этому дереву, может быть, ты попросишь больше». И дальше смотрите, диалог между Господом и одним верующим единобожником. Некоторые думают, что Аллах субхану ва та'аля не любит единобожников. Аллах не любит мусульман. Любит, смотрите, беседа между Аллахом и его рабом. Он говорит: «О Господи, я не буду больше просить, кроме этого. Дерева и воды. Все. Главное не в аду. Главное где? Не в аду». И дальше смотрите. «Фаюднихи минха тумма турфа алаху шаджара». Приближается он к этому дереву. «Вахи ахсун минха». Дальше он дерево там видит второе,
дай, Господи, мне приблизиться, он ему сказал, попросил он. Дальше он приближается к этому дереву. Она лучше, чем то дерево. فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة. Дай мне приблизиться к этому дереву и быть в тени этого дерева. وأشرب من مائها, выпить из этого дерева, то есть родник из этого дерева. И Аллах скажет: أي عبدي ألم تعاهدني يعني أنك لا تسألني غيرها. Ты обещаешь мне, что не будешь больше просить ничего. فيقول يا رب, говорит раб Аллах, هذه لا أسألك غيرها. Это только, Господи, это только. Я Аллах. Беседа Господом и рабом. Поэтому меня очень радует, дорогие верующие, единобожника и Аллаха Субхану беседа. Субханаху ва та'аля. Дальше. Фаякулю Рабби, уднуни меня хади шаджара. Дай мне приблизиться. Фаякулю, ай абди, алям туахидни, разве ты мне не обещал, говорит Господь, что не будешь больше просить? Аллах, тас'альни гайраха, больше не будешь просить. Фаякулю, ай Рабб, хади шаджара. О Господи, это дерево уже, третье дерево дальше. Все больше и больше хочет человек. И он просит третье дерево, теперь, когда появляется третье лучшее дерево. Аллах видит, что нету терпения у человека. Нету терпения. Аллах знает хорошо человека. Дальше он слышит звуки райских обитателей. И он после этого третьего дерева говорит: ой Господи, там обитатели рая. Ой, Господи, рай, рай, просит он уже. Он говорит: о Господи, дай мне зайти в рай. Дай мне зайти в рай. Скучно ему одному, под деревом. Аллах говорит теперь: ма ясируни минки, ай абди, أيرضيك أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها معها قال فيقول أتهزأ بي أي ربي وأنت رب العزة. И Господь ему говорит: я тебе дам дунью, ты зайдешь в рай, я тебе дарую дунью из рая, умитла и подобие ему. И он говорит: Господь, ты издеваешься надо мной? Ты являешься могущественным, ты издеваешься надо мной? فقال فضحك عبد الله. Дахика имеется в виду засмеялся Абдуллах, передатчик хадиса. Хатта бадат наваджизу, его клыки были видны до такой степени. Аля тасалуни лима дахикту. Абдуллах говорит: вы не хотите меня спросить, почему я смеюсь? Понимаете, как я сейчас смеюсь? Почему я смеюсь? Почему не спрашиваете меня, говорит Абдуллах Масуд? Я смеюсь, потому что, говорит, قالوا لما تضحك لما ضحكت قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Потому что посланник Аллаха засмеялся, когда передавал этот хадис. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسألوني لما ضحكت. Посланник Аллаха тоже сказал: почему не спросите, почему я смеюсь? И он сказал: قالوا لما ضحكت يا رسول الله لضحك الرب حين قال أتهزئ بي وأنت رب العزة. Аллах засмеялся, хадис достоверный, Аллах засмеялся, Господь засмеялся, когда этот человек сказал. Аллаху это ничто ему даровать, дорогие верующие. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Также, дорогие верующие, в следующем хадисе приводится хадис Мугира бин Шу'ба. Са'аля Муса Рабба. Муса спросил своего Господа: Ма адна ахль джаннати манзиля. Кто является самой минимальной степенью в раю? Хуа раджулун, этот человек, яджи'у ба'дама удхиля ахль джаннати аль-джанна. Все люди заходят в рай? Муса отвечает теперь: все люди заходят в рай, алейхиссалату вассалам, и остается один. Фаюкаля лаху удхуль джанна. Ему говорят: зайди в рай. Ай раб кайф. Человек отвечает: Господу, как я зайду в рай, если переполнен всеми? Все, уже разданы участки уже. Все. Дальше. Удхуль джанна ему говорят. وَنَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ. Каждый взяли свои места в раю. فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا. Ты согласен, чтобы у тебя была власть такая, как короля этого мира, в этом дунье? То есть один из королей, самых лучших королей положений. فَيَقُولُ رَضِيتُ. Я согласен, говорит человек, такую власть иметь в раю.
Рабби, фаякулу лака далика ва мислу, ва мислу, ва мислу, ва мислу. Тебе такое, мислу, одно, второе, третье, четвертое, пятое, больше и больше. И пятое, радейту. Я согласен, говорит человек. Фаякулу хада лака ва ашру амстали. Это тебе еще 10 раз. 5, еще 10 раз увеличение. Каля Рабби, фа'аляху манзиля. Тогда спрашивают, а кто является высшим степенью рая? Каля улаика алладина арадту гарасту. Я хотел этими, я посадил караматум бияди. Аллах сам своей рукой посадил им ихние места в раю. То есть Аллах им устроил рай своей рукой, то есть своими руками. Бияди, Аллах говорит. Вахатамту алейха фалам тара айнун. Глаз не видел в этом раю то, что есть. Валам тасма, уши не видели. Это высшая степень почтения Аллаха. Аллах сам им построил рай, посадил деревья для них. Аллах субхану ва та'аля своими руками. Валам тасма узунун, уши не слышали об этом. Валам яхту аля кальби башар. И у человека в душе, то есть в сердце не было представления об этом. И Аллах сказал в Коране, подтверждая эти слова: «Фаля та'ламу нафсу ма ухфия лахум мин куррати a'юн». Ни одна душа не знает, что было скрыто от их глаз, дорогие верующие, как в Сахих Муслиме это приводится. Просим Аллаха субхану ва та'аля сделать нас обитателем рая. Просим Аллаха принять наши виды поклонений. Просим Аллаха принять наши садака. Просим Аллаха принять наши намазы, наши посты. Просим Аллаха субхану ва та'аля красивыми именами Аллаха, красивыми атрибутами, чтобы Аллах сделал между нами братство и дальше другие месяца, как Он сделал братство в месяц Рамадан. Как Аллах объединил мусульман в месяц Рамадан, вместе мы поклонялись, вместе начали чувствовать голод других голодных людей. Просим Аллаха дальше 11 месяцев, чтобы были покорными мусульманами Аллаху, чтобы мусульмане понимали друг друга, чтобы мусульмане оправдали друг друга, находили оправдание для мусульман. Просим Аллаха субхану ва та'аля, чтобы мусульман сделал сильнее, чтобы Аллах субхану ва та'аля на следующий год сделал мусульман более знающими, более практикующими, более живущими по исламу. Просим Аллаха субхану ва та'аля, чтобы Аллах собрал нас вместе с пророками, вместе с шахидами, вместе с правдивыми праведниками, раю фирдаусу а'ля. Аллахума амин. Аллахума раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар. Ва анта ахким ассалам.